Ну, немного вот сейчас у нас идет цикл выступлений о выселении, о депортации, которая с нашим народом произошла. Мне хотелось несколько слов тоже сказать о своей семье, по воспоминаниям моих родителей, как это происходило. На момент выселения, 23 февраля 1944 года, в семье моего отца их было 8 детей на момент выселения. Вот. Родители были живы, вот их 10 человек, получается, выслали. В день выселения мой отец был младший и родился как раз 23 февраля 1944 года, в день выселения. Родился, сразу стал врагом народа. Родился на переходе между Кантышево и железнодорожной станцией Беслан, куда их вели. Сначала, показалось, что он мертвым родился, ребенком в этом хаосе, который там стоял, крики, плачи. Его быстро в тряпки завернули и хотели по-человечески похоронить уже по месту жить, куда их туда свезут, по-человечески похоронить. Вот. Когда их в товарные вагоны уже засунули, его спрятали в мешках. Разрешалось каждой семье взять по одному мешку с продуктами, с вещами, его там как бы спрятали. Почему? Потому что солдаты на каждой остановке открывали вагоны, проверяли, трупы вытаскивали и складывали вдоль железной дороги. Вот. И где-то через несколько часов он уже там, кто-то услышал его плач. Вот. И вот так он как бы, получается, выжил. Но эту дорогу в Казахстан, эту депортацию не выдержали 5 членов его семьи. Старшие 2 брата, Хасан, Хусейн, 2 сестры, Хава, Хади, погибли в Казахстане. Вот. Чуть позже, через несколько лет, и отец его умер. Получается, наша семья 50% потеряла из числа высланных. 10 выслали, 5 человек погибло в Казахстане. Там еще 1 брат, 1 сестра родились еще в Казахстане у него. Со стороны матери, дед у меня был фронтовик, воевал на фронте, Мержоев Джабраил Таштамирович. Брат его воевал, Исмаил тоже, без вести пропал, до сих пор мы о нем ничего не знаем. Дед воевал под Москвой, под Керчью, и вот эту указ Сталина о выселении, его застал как раз под Керчью. Вот. Его взяли, арестовали, депортировали в Казахстан. Но там он уже как бы там женился, 2 дочери у него были, младшая как раз моя мать. И когда ей 2 месяца исполнилось, там в результате тифа она тоже умерла, бабушка. Вот. Получается, что вот эти 2 маленькие девочки остались, они без матери росли, жили. По воспоминаниям отца, он там подростком был, в 13 лет, вот как раз, когда реабилитация была, вот ему в районе 13 лет было, он запомнил самые вот такие воспоминания, это постоянное чувство голода и зимой холода. От голода, говорит, приходилось там и траву есть, вот, но это такая вещь, которой не насытишься. Вот. Лазили, говорит, вокруг амбаров, где-то пытались, где-то зернышко найдешь там между полами там какого-нибудь помещения, там столько радости было, говорит, даже одно зернышко найдешь когда. Такое тяжелое положение. А зимой вот этот холод, они жили там в землянке, когда эти бураны в Казахстане начинались, вот, не мне вам рассказывать, знаете, как это все тяжело было. Вот. Даже чтобы выйти из дома, там, скажем, по нужде, вот, и детям в такую погоду, они, говорят, к косяку даже прибивали веревки, вот, от дома, там, скажем, к туалету, и вот по этим веревкам дети двигались. Нельзя было веревку отпускать, отпустишь, не факт, что ты ее обратно найдешь. 1 раз он вот так чуть не потерялся. Холодно было рукам, отпустил, начал там руки греть, а потом эту веревку не нашел. Видимо, когда снега нет, она провисает, там дети достают, а тут, видимо, на сугробах сверху осталось лежать, не мог найти, начал кричать, где-то через полчаса повезло, там кто-то
в этом районе проходил, взрослый человек, вытащил его оттуда. Но хотел еще добавить вот с этой даты рождения. Документов, конечно, у спецпереселенцев не было до реабилитации. Я вот его документы посмотрел, взял с собой здесь, хочу так тоже их немножко продемонстрировать. Свидетельство о рождении его, вот оно, свидетельство о рождении. Дата указана рождения, просто 44-й год. Нету там ни даты, ни месяца, когда родился. 44-й год просто указан. Местом рождения назначен город Петропавловск Ленинского района. И получил он этот документ 1 февраля 1957 года. Первый документ, который он получил. Вот, 1957 года. После, когда школу закончил, он получил аттестат, в котором была, дата стояла 21 февраля 1944 года рождения. Местом рождения был назначен селение Камердан Северо-Казахстанской области. Уже другой населенный пункт даже стоит. А когда уже паспорт получал гражданина Советского Союза, ему уже выдали паспорт, дату поставили 26 февраля 1944 года. С его слов они говорили, что негласный указ есть, чтобы дату выселения не проставлять, кто родился как бы. И вот ему 26 февраля 1944 года вот паспорт его советский поставили. И всю жизнь вот так человек жил под другими, скажем, данными своими. И единственное уже, когда он там большим начальником стал, вот, попросил, чтобы ему хотя бы права выдали, указали правильную дату. Права не нашел, но вот ксерокс у меня есть, 23 февраля он себе проставил эту дату. И раньше, если помните, к правам шли такое временное разрешение, вот его оригинал нашел, тут тоже 23 февраля стоит, 1944 года. Вот. Ну, это такие истории, которые общие я помню. Хотел бы еще сказать, что несмотря ни на что мы вернулись домой. Из тех членов семьи, что у деда остались, у нас уже там народилось много как бы родственников, нас где-то на уровне двоюродных 300-350 человек. Только от моего отца, моей матери уже 66 человек нас. По воле Всевышнего будет еще больше. Есть такая мексиканская пословица, которая гласит: нас хотели похоронить, но забыли, что мы семена. Я считаю, она очень приемлема в этом случае. Те, кто нас хотел уничтожить, сами уже давно червей кормят в могилах. А мы жили, живем и будем жить. Аллах, эндали.